Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. И сегодня мы поговорим о кариесе в детском возрасте. С вами я, как обычно, ведущая Гуля Поготова и мои друзья и коллеги Надежда и Елена. Эксперты отмечают, что 80% детей школьного и дошкольного возраста страдают кариесом. Несмотря на то, что стоматология достаточно активно развивается, набирает обороты и в плане лечения, и в плане профилактики, и в плане инновационных методов. Что касается методов борьбы с детским кариесом, мы, наверное, чуть позже спросим у нашего эксперта-стоматолога, врача детского. А мы с вами сейчас, коллеги, поговорим о том, что такое кариес у детей, со стороны своего родительского опыта. И не только. Как мама 3 детей могу точно сказать, что профилактику кариеса нужно начинать даже намного раньше, чем вылезли первые зубы. И будем говорить, конечно же, о питании, о том, что должно быть и у мамы, которая кормит грудным молоком, либо не кормит, и что в пищу должен получать ребенок. Но, безусловно, как только показались первые зубки, это действительно серьезный вопрос, который тщательного осмотра требует как у стоматолога, так и тщательной гигиены полости рта. Ну как мы его ждем, этот первый зуб? Да, и сколько счастья, когда вот ложкой говорят, там ребенок цокнул, да, и это реально предмет для гордости. Специфический звук такой, да. Ура, первый зуб. Да? Ура, первый зуб. И знаете, происходит так, что почему-то считают, что пока ребенок маленький, как правило, первые зубы подходят, либо уже появляются, у всех по-разному, там от 3 до 6 месяцев, у кого-то может быть чуть позже, это все элемент нормы, это все придет, то, что называется, своим чередом время появления первого зуба. Но почему-то ждут, когда ребенок подрастет к году, например, и только тогда родители вспоминают о том, что подождите, а есть же зубная щетка, а есть же зубная паста, и нужно осуществлять гигиену полости рта, такую, как и у взрослых. То есть мы подошли к тому, почему он возникает. Да, причинам. Да. Какие бывают причины возникновения кариеса у детей в столь раннем возрасте? Одной из причин является то, что несвоевременно снимается налет на этом зубе, а во рту, как известно, после приема пищи остается огромное количество бактерий. Но самый простой метод, мне кажется, что когда ребенок поел, важно его попоить водичкой. Вода смывает содержимое пищи, да, и является наиболее простым способом уменьшить концентрацию бактерий во рту. Послушайте статистику, Елена. Оказывается, детки от полугода, когда вот показался этот первый зуб, до 1,5 лет страдают из числа тех, кто обратился к стоматологу, порядка 10, а то и 15%. Вы представляете, у каждого 10-го, а то и 7-го ребенка в возрасте до 1,5 лет уже врачи ставят диагноз кариес. Так что деткам маленьким после каждого приема пищи надо чистить зубки? Ну вот мы говорим все-таки о полоскании. Это как минимум. Как минимум. И знаете, вот кроме грудного молока, как правило, в 6 месяцев ребенок уже получает дополнительно какой-то прикорм. И почему-то традиционно, вот мне даже педиатр, знаете, советовала, говорила обратить внимание на том, что не стараемся мамы в первую очередь дать ребенку сладкую кашу. А все-таки начинать нужно, если говорить там не об овощных пюрех либо соках, кашу не сладкую. Да, сахар. То есть даже с этого возраста нужно ограничивать ребенка в сахаре, потому что сахар является спусковым механизмом. Да. Негативный агент на зубную эмаль, он действует разрушительно. И плюс он способствует росту болезненной микрофлоры. Но кариес – это бактерии. Это бактерии, которые в любом случае, все язвы, все вот эти повреждения, они приживаются когда? Тогда, когда есть атмосфера, скажем так. Атмосфера, которая создает для плохих бактерий прекрасную жизнь. Некую среду обитания. Они там живут, наверное, пример такой очень плохой, да, когда показывают смывание туалета, да, вот давайте, вот, когда прекрасная жизнь для этих бактерий. Но это примерно так же происходит и во рту. У ребенка особенно, страсти. Поэтому гигиена полости рта
Когда ребенок сам еще не понимает, что нужно делать, его надо с маленького возраста приучать, а маме стараться, собственно говоря, соблюдать гигиену малышу и давать За этим следить. молоко, потом водичку, а не наоборот. Тогда, когда ребенок уже напился, он уже ничего не хочет. Ну, Да? плюс есть рекомендации педиатров, и нужно прислушиваться к их советам, когда они говорят о том, что прикорм ребенку пора уже давать, например, с ложечки, а не вот этой соски, которая, опять-таки, возвращаясь к вопросу, если каша сладкая, и она постоянно, знаете, вот постоянная концентрация этого сахара во рту, что является действительно средой. Потому что когда с ложечки какое-то количество взял, ребенок, проглотив, и слюной смыв содержимое, действительно есть интервалы. Сахар не в таком высоком количестве, не такое большое содержание. Если говорить о причинах возникновения кариеса, вот начали с чего? Начали с того, что с самого рождения нужно смотреть за ребенком, за его полостью рта. А мне кажется, мы еще пропустили один этап. Тогда, когда мама вынашивает ребенка. Да, да, следить за зубками ребенка надо еще с момента беременности, потому что очень много и вредных веществ, там курение, алкоголь, которые мама употребляет во время беременности, даже некоторые лекарственные препараты повреждают зубную эмаль, ее закладку у будущего малыша. И я, например, знаю такой пример, когда моя знакомая во время беременности принимала мочегонный препарат Диакарб, и девочка родилась, ну, как бы уже когда появились молочные зубки, то все зубки были с поврежденной эмалью, черные, такие некрасивые, но и косметические дефекты, и это были входные ворота для кариеса. Поэтому надо следить за тем, что ты во время беременности принимаешь, и опять же относиться ответственно. А Да. если говорить о триместрах Да. беременности, это вот в первых 3 месяцах или позже? Ведь у нас бывает как? Женщина не планирует осознанно стать мамой и может не задумываться над тем, что этот процесс в ее организме уже Ну, проходит. я так думаю, что 3-й триместр вообще ничего нельзя. Там вообще даже ни о чем думать, наверное, нельзя. Не то, Да, что употреблять. только песни петь. Вот. А 1-й триместр, он, конечно, самый такой Да. ответственный, потому что все закладки происходят именно в этом триместре. Закладка всех органов и систем происходит в первом триместре. И даже тогда, когда женщина еще не знает, что она беременна. А уже всё Поэтому заложилось. думать надо наперед и относиться ответственно не только к своему здоровью, но и здоровью будущего ребенка. Но еще нужно учесть тот момент, что есть генетическая предрасположенность. Поэтому если у родителя плохие зубы, ну, так Это- сложилось генетически. Не ожидайте, что у ребенка будут они замечательно. Они обязательно будут тоже с какими-то погрешностями, но это всегда можно вовремя профилактировать, и когда ты вовремя диагностируешь. А как же диагностировать вовремя? Ну, как минимум, как только появился первый зуб, но обычно и до этого рекомендуют, кроме педиатра, посетить стоматолога. И я имею в виду, То когда есть культура ребенок- посещения педиатра у нас есть, Куль- а вот культура посещения стоматолога у нас нет. Более того, мы вроде бы как знаем, что надо как минимум раз в году. И если мы говорим о детках такого раннего возраста, а уж тем более, если есть проблемы у кого-то из родителей с генетической предрасположенностью к каким-то проблемам с зубами, то эти походы точно должны быть чаще. Как мама 3 детей точно скажу, что своевременно увиденная проблема, решенная на вот начальной стадии, всегда намного безболезненнее и для ребенка, и не такой стресс для него и для родителей, чем когда это, ну, действительно запущенная стадия. Финансово тоже, кстати. Материально это вообще разные совершенно суммы, они отличаются в разы, я бы даже сказала в десятки. Но что еще интересно? Если говорить о конкретно кариесе, да, не о стоматологии в целом, а именно о кариесе, на самой начальной стадии это совершенно безболезненно. То есть не нужно ждать, когда ребенок скажет, что его что-то тревожит. И мама, которая заглядывает, извините, в рот к своему ребенку, не имея специального на то ни оборудования, ни образования, она не увидит вот эти какие-то изменения, микроповреждения, которые может диагностировать специалист, у которого есть Только специалист специальные- может определить, Да. что это такое и где местонахождение. Витаминотерапия, да, если говорить о профилактике. Так. Да, вот кроме похода к стоматологу, нужно помнить еще о том, что рацион ребенка должен
быть полноценным. И часть витаминов отвечают за содержание, так сказать, правильных, либо создание среды для правильных бактерий во рту. Это, например, тот же каротин, витамин А, который очень сильно влияет на состав слюны. И традиционно мы знаем, что необходимы кальций, фтор, йод, цинк. Этот список можно продолжать, микроэлементов. И в этой части хочу сказать еще об одном, что мультивитамины для детей обычно воспринимаются мамами как общеукрепляющие. Да, вот чтобы не заболел, Чтобы не повышение заболел, иммунитета, силы были. силы, энергии и так далее. Но ведь есть же специальные добавки, витамины для зубов. Да. Но нет у нас такой культуры, Нет и культуры. внимания к этому. Лечение кариеса зубов у детей раннего возраста – это как? Что мы можем Есть специальные приемы рассказать? в виде серебрения, может быть, кто-то слышал, либо видел, когда у ребенка маленького какие-то черные зубки с небольшим блеском, и это, как правило, специалист. Мне кажется, что нужно сначала разделить, вот все-таки детские педиатрические проблемы, они всегда делятся по возрасту, да? Вот если кариес, например, до года, потом от года до 5, пока не начнут меняться потом, значит, молочные да, зубки на да, нет, коренные. от года до 2-3, там тоже есть какой-то свой период, потом до молочных зубов, потом тогда, когда меняется, и тогда уже ребенок переходит в возраст, когда у него появляется постоянный зуб, и за ним тоже, за этими зубами постоянными нужен тоже особый подход, потому как избавиться от все ждут как? Ах, это молочные зубы, ну и что кариес, выпадут, поменяются, все будет нормально. Но никто не думает о том, что вызывает кариес. И оно не поменяется, оно там живет. Да, и когда будут расти, извините, уже коренные зубы, будет такая же проблема. Они попадают в ту же почву, и они, скорее всего, изначально будут уже повреждены. Тогда давайте представим ситуацию. Ребенку год, вроде мама что-то обнаружила, что делать? Ну, конечно, бежать к стоматологу. Да, она ведет к стоматологу. И, как правило, в этом возрасте вот что не нужно оттягивать поход, не нужно бояться того, что ребенка в год будут подвергать каким-то серьезным болезненным процедурам. Бормашины, да. Да, у нас вот ассоциация с бормашиной, это всегда больно, это страшно, вот этот звук устрашающий. Потому что у нас, у родителей есть такая ассоциация, потому что в нашем детстве это было. Да, и без анестезии нам делали. Без анестезии Да. даже, да. И вот это свои опасения мы передаем ребенку, и ребенок, собственно говоря, уже настроенный на что-то плохое, идет к стоматологу, хотя ребенок не знает об этом ничего. Поэтому в год, наверное, ничего страшного там не сделают. Как правило, конечно, покрывают специальным раствором, после определенных процедур, которые, как бы создают некую пленку, простым языком, если рассказать, между окружающей средой, вот той же слюной во рту и самим зубиком, чтобы зуб внутри не портился дальше. Некая такая мера, которая служит таким барьером, чтобы он не разрушался дальше. Когда ребенок подрастает, где-то там с 3 лет, вот тогда методы тоже серебрения очень часто используют врачи. Это тоже нанесение специального раствора, но уже с серебром, с таким более сильным, скажем так, антисептиком, с более длительного, скажем так, потому что процедура кариеса, почему врачи просят, либо напоминают родителям, впервые обратившегося ребенка с проблемой кариеса, посещать их намного чаще, чем раз в полгода, раз в год, а каждые 2-3 месяца. Потому что своевременно нужно все-таки повторять эту процедуру. Ну да, я хотела сказать, что у ребенка до 5 лет, пока эти молочные зубки, то кариес развивается молниеносно, очень быстро. И родители думают, да, зубы там выпадут, новые вырастут, но может дойти ситуация до такого уже тяжелого состояния, когда и ребенок сильно пострадает, и материально будет тяжело родителям этим заниматься. И если сказать о том, что ребенка отведут к стоматологу и проведут более серьезные какие-то процедуры, которые действительно могут быть болезненными, то действительно еще добавится вот эта психологическая травма, когда ребенок стоматолога будет бояться. Чаще всего так и бывает. Чаще всего так и бывает. Сейчас используют эти наркозы для деток, чтобы обезболить или усыпить ребенка, чтобы лечение, есть лечение, да, во сне, седация, простым языком, но потому что по-другому ребенок просто не дается.
и истерика страшная, и не знает мама, что делать. Поэтому по-другому просто нет возможности добраться до зубов. Ну да, и детская стоматология, она, конечно, у нас шагнула на очень большими такими семимильными шагами далеко вперед по сравнению с предыдущим веком, скажем так. И вы когда-нибудь, вот вы, Надежда, вы со своей дочерью ходили в частную стоматологию? Вот, как правило, мы начинаем, ну вот по секрету Так. расскажу, мы начинаем все-таки первичный осмотр. Это стоматолог, который находится в поликлинике, в детской поликлинике. Как правило, мы идем либо по рекомендации педиатра, либо когда мы заходим на плановый некий осмотр к педиатру, мы понимаем, что у нас есть прекрасный стоматолог, который посмотрит и скорее, знаете, диагностирует, если у нас там Скажет проблема, или да, нет. что увидел. Как только мы понимаем, что проблема есть, мы идем в частный центр. И, кстати, на сегодняшний день, к счастью, их огромное количество. Например, тех, которые там продуманы таким образом, что на потолке Совершенно есть верно. Я телевизоры. только хотела сказать, что сейчас детские кабинеты в частных клиниках оборудуют специально так, чтобы ребенок не понимал, что он у доктора. Как будто бы он в игровой комнате находится. У него здесь и кубики, у него здесь картинки, у него здесь и какие-то фломастеры, у него здесь и телевизор, и сбоку, и сверху. Они включаются поочередно. Сначала нужно ребенку посмотреть вперед, потом ребенку нужно посмотреть наверх. И Потом и сказать, потом открыть сказать, ротик, и да, он это делает в да, игровой форме. Абсолютно, да. Поэтому нельзя настраиваться на то, что ребенок будет бояться стоматолога. Это все-таки психологическая проблема родителей. Кстати говоря, если уж рассмотреть вопрос цен, то психологическое спокойствие и ребенка, и мамы стоит того. И услуги на самом деле в частных стоматологических центрах достаточно в разумных пределах. Да, я согласна. Более того, стоматологическая часть, вот детская стоматологическая часть в частных клиниках, они уделяют очень огромное внимание именно детскому подрастающему поколению. Почему? Потому что они настроены на долгосрочное сотрудничество. Они как семейные стоматологи уже. Они лечили маму, они лечат маму, они лечат дочку, они лечат внучку и так далее. И все вот приходят уже со своими новое поколение приходит в эту же клинику, у них есть целая история этой семьи, история, я бы сказала так, зубов этой семьи, если это так можно выразиться. И еще, что очень важно, в этих клиниках внедряют позицию, она у них называется гигиенист. Да, То есть это не врач, врач? но это врач, но он не занимается лечением, он занимается профилактикой. Профилактика, он учит ребенку, что такое щеточка, как пасту держать, как щетку, как нужно правильно держать щетку, когда ты чистишь, вправо, влево, вверх, вниз и так далее. Показывает вот эти вот смешные зубы, какой-то прикус идет неправильно, а какой зубик у него болит, а какой зубик у него здоровый и так далее, и так далее. Все это в игровой форме. И дети уходят оттуда счастливыми. Более того, они открывают с удовольствием свой рот друзьям и показывают, где у них эта пломба или там, что у них там сделали. Да, и это так предмет далее. гордости. Это предмет гордости становится, да. Только надо действительно правильно угадать с врачом и с клиникой. Да, там можно сказать, повезло, если ты нашел такую клинику или врача. По секрету скажу, что когда первый раз стоматолог моему сыну показывала, как все-таки правильно чистить зубы, вот на этой искусственной челюсти, полностью вот по времени. Знаете, я для себя тоже открыла много чего нового. Потому что действительно... Вот То есть это ликбез и для родителей и для в том числе? родителей в том числе, потому что мы выросли, вроде как есть общее понимание, что там до 2 минут нужно чистить зубы, а деталей мы с вами тоже Не знаем знали. далеко не все. Ну, я думаю, что мы очень хорошо поговорили об этой сфере как родители, и теперь, наверное, мы обратимся к нашему врачу-эксперту, что же он скажет нам. Профилактику одного из самых распространенных стоматологических заболеваний, таких как является кариес, необходимо начинать еще в период беременности. Почему? Потому что в период беременности начинают закладываться молочные зубы, и это происходит уже на 7-8 неделе внутриутробного развития плода.
И почему еще также важен период беременности? Потому что с 5-го месяца начинают закладываться уже постоянные зубки. И до периода рождения малыша у него уже есть заложенные и сформированные молочные зубы, и 16 постоянных зубов также уже заложены и начинают свое формирование. Поэтому, конечно же, в этот период маме необходимо думать о будущих зубах своего ребенка и таким образом проводить профилактику. В чем может заключаться эта профилактика? Это, конечно же, правильное питание, это нормальное течение беременности у женщины, это прием и профилактических препаратов, и, естественно, это посещение врача-стоматолога. Многие родители спрашивают о том, что такое бутылочный кариес, когда он развивается и вообще ли есть такой кариес. Да, действительно, есть такой кариес, который мы называем бутылочным кариесом или кариесом, еще, как говорится, бутылки молока. Сегодня вы можете услышать, когда приходите на прием к врачу-стоматологу, этот кариес получил новое название, и у нас, у врачей, он считается как ранний детский кариес. Причинами развития кариеса как у взрослых, так и у совсем маленьких детей есть специальные микроорганизмы, специфические микроорганизмы, которые у нас находятся в полости рта. Если мы возьмем всего населения, то мы можем сказать, что каждый из нас имеет эти организмы в полости рта. И вообще наша полость рта, она настолько уникальная, потому что очень много различных микробов живет в полости рта и у взрослых, и у маленьких детей. И если возникает ситуация, когда ребенок плохо чистит зубы, когда он употребляет в пищу очень много продуктов, богатых углеводами, это может быть и сладкие напитки, это могут быть и различные кондитерские изделия, то, конечно, создается условия такие, что вот эти вот микробы, которые вызывают развитие кариеса, начинают размножаться и оказывать негативное влияние на зубки малышей и также и на зубы взрослых пациентов. Для профилактики кариеса зубов у совсем маленьких пациентов, у детей, а также и у взрослых необходимо обязательное соблюдение качественной гигиены полости рта и употребление в пищу продуктов, которые содержат небольшое количество углеводов, или мы говорим малое количество углеводов. Конечно же, у самых маленьких детей желательно вообще исключить эти продукты из рациона. Это сладкий чай, сладкий морс, сладкие газированные напитки и также продукты такие как кондитерские изделия, конфеты, сладости, то есть то, что действительно содержит углеводы и может приводить к развитию кариеса зубов даже у самых маленьких детей. Если вы посетите врача-стоматолога в тот период, как только начались прорезываться молочные зубы у вашего малыша, во-первых, он даст вам рекомендации, как правильно ухаживать за полостью рта в этот период. Есть специальные салфетки, специальные щеточки, специальные пасты для самых маленьких детей. Также врач-стоматолог вам даст рекомендации по питанию для вашему малышу, для того, чтобы уменьшить риск возникновения кариеса зубов. И есть еще, учитывая то, что причинами развития кариеса являются кариесогенные микроорганизмы, есть еще один очень интересный, очень современный, я думаю, что перспективный подход к профилактике кариеса зубов как у деток, так и у взрослых. Все же в том случае, когда у малыша и даже у самого маленького пациента нашего мы диагностируем кариес зубов, всегда возникает вопрос: а стоит ли проводить лечение кариеса зубов? Однозначно говорю, что не столько стоит, а необходимо, это нужно делать обязательно. Почему? Потому что если мы не будем проводить лечение кариеса зубов, процесс будет углубляться, затем может возникнуть воспаление пульпы зуба, это та ткань, которая находится внутри, и в дальнейшем распространится на ткани, которые уже окружают непосредственно зубчик. Поэтому кариес молочных зубов нужно лечить обязательно. И грамотный врач-стоматолог детский вам подберет, каким образом это проводить, в зависимости от того, с какой проблемой вы к нам придете. Есть специальные средства или, например, даже растворы, гели, которые мы очень часто используем для того, чтобы предупредить этот кариес молочных зубов. Они могут в своем составе содержать и фтор, и кальций, то есть различные полезные
элементы, которые встраиваются в твердые ткани зубчиков наших малышей, укрепляют их, и таким образом мы можем проводить ту же профилактику кариеса как у взрослых, так и наших самых маленьких пациентов. Многим родителям рекомендуют или назначают при лечении начальных процессов, то есть когда кариес еще только начинает развиваться, такой метод, как серебрение. Да, такой метод действительно был, он существовал, и в некоторых лечебных учреждениях, да, до сих пор проводят серебрение, как один из методов остановки кариеса зубов, для того, чтобы приостановить этот процесс. Но на сегодняшний день все-таки мы имеем и более современные методы для того, чтобы остановить кариозный процесс. Наиболее одним из таких методов, который сейчас очень широко используется врачами, детскими стоматологами, это методика глубокого фторирования. Это использование паст с высоким содержанием фтора, но эти пасты есть только профессиональные и могут использоваться только врачами-стоматологами, то есть они не для домашнего использования. С другой стороны, есть также средства, которые многие врачи-стоматологи рекомендуют именно для домашнего использования. Те же гели, те же различные кремы, которые родители успешно могут применять дома, в домашних условиях, обрабатывая зубки своих малышей и тем самым проводить домашнюю профилактику того же кариеса зубов. Многие родители спрашивают, а может ли возникать кариес зубов при постановке и в последующем длительном ношении брекетов у детей. Действительно, возможно развитие кариеса при ношении брекет-систем. Такая ситуация возникает в том случае, если детки в этот период не соблюдают правил гигиены полости рта. В данном случае должна быть очень тщательная, специальная гигиена полости рта для того, чтобы не дать возможности накапливаться зубному налету на поверхности зубов вокруг брекетов. А зубной налет как раз является той благоприятной средой, в которой размножаются и находятся микроорганизмы, вызывающие кариес. И благодаря продуктам, которые содержат большое количество углеводов, микроорганизмы, питаясь, и хорошо себя чувствуют, живут в этом зубном налете. Родители задают вопрос, какие же зубные пасты лучше всего покупать малышам. Должны ли они содержать фтор или могут ли они вообще содержать фтор в своем составе? На сегодняшний день действительно многие зубные пасты в своем составе содержат определенное количество фтора. И это количество определяется в зависимости от возраста вашего малыша. Кроме использования зубных паст, многие применяют антисептические растворы для полоскания полости рта, и таким образом они считают, что проводят профилактику кариеса зубов. Однако антисептический раствор – это раствор, который воздействует не только на патогенную микрофлору, находящуюся в полости рта. Антисептические растворы влияют и на хорошую, полезную микрофлору. Поэтому желательно все-таки использовать различные ополаскиватели, которые содержат в своем составе те или иные антисептики, только по назначению врача. Как одной из альтернатив использования антисептиков, это возможно использование оральных пробиотиков. Оральные пробиотики будут поддерживать нормальную, хорошую, полезную микрофлору, а та, в свою очередь, не будет возможности давать плохой микрофлоре размножаться и оказывать патогенное, оказывать плохое болезнетворное влияние на органы и ткани, которые находятся в полости рта. Ну, в первую очередь, конечно, мы сегодня говорим о зубах. Кариес приходит по ночам. Это расхожая фраза врачей-стоматологов. Поэтому, друзья мои, чистите зубы дважды в день. Одевайте шапку перед выходом на улицу. Будьте заботливы к себе и внимательны к другим.